Здравствуйте, уважаемые читатели и подписчики социальных сетей Центральной городской библиотеки имени Ивана Шухова. Наш библиоэфир посвящен трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. И у нас в гостях Акаджан Курмашевич Арыков, председатель общественного объединения ветеранов Северо-Казахстанской области «Союз Чернобыля». Здравствуйте. Здравствуйте. 38 лет назад, 26 апреля 1986 года, на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции вблизи города Припяти произошла авария, ставшая крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Из-за неисправности в 4-м энергоблоке в ходе испытаний началась сильнейшая атомная реакция, вследствие чего здание было разрушено. Строительство первой очереди Чернобыльской АЭС началось в 1970 году. Для обслуживающего персонала рядом был возведен город Припять. 27 сентября 1977 года первый энергоблок станции был подключен к электросистеме Советского Союза. Позднее вступили в строй еще 3 энергоблока. 9 сентября 1982 года на Чернобыльской АЭС произошла первая авария. Во время пробного пуска первого энергоблока разрушился один из технологических каналов реактора. Была деформирована графитовая кладка активной зоны. Пострадавших не было. Ликвидация последствий ЧП заняла около 3 месяцев. В ночь на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС проводились испытания турбогенератора. Планировалось остановить реактор и замерить генераторные показатели. Безопасно заглушить реактор не удалось. В 1 час 23 минуты московского времени на энергоблоке произошел взрыв и пожар. ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. Была полностью разрушена активная зона реактора. Здание энергоблока частично разрушилось. Произошел значительный выброс радиоактивного материала в окружающую среду. Непосредственно при взрыве погиб 1 человек, оператор насосов Валерий Хадимчук. Утром того же дня в медсанчасти умер от полученных ожогов и травмы позвоночника инженер-наладчик системы автоматики Владимир Шашинов. 27 апреля был эвакуирован город Припять. На тот момент там проживало 47 500 человек, а в последующие дни население 10-километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС. Всего в течение мая 1986 года из 188 населенных пунктов в 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции было отселено около 116 тысяч человек. Интенсивный пожар продолжался 10 суток. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров, из них 70% на территории Украины, Белоруссии и России. Одними из первых, кто принял участие в ликвидации аварии, были работники пожарной охраны. Сигнал о пожаре на атомной электростанции был принят 26 апреля 1986 года в час 28 минут. Уже к утру в зоне аварии находилось 200 человек личного состава Киевского областного управления пожарной охраны. В зоне аварии работали представители службы радиационного контроля, сил гражданской обороны, химвойск Минобороны, Госгидромета и Минздрава. Помимо ликвидации аварии, в их задачу входило измерение радиационной ситуации на АЭС, исследование радиоактивных загрязнений природных сред.
эвакуация населения, охрана зоны отчуждения, которая была установлена после катастрофы. Врачи контролировали степень облученности людей и проводили необходимые лечебно-профилактические мероприятия. Всего около 600 тысяч ликвидаторов со всего бывшего Советского Союза принимали участие в тушении пожаров и расчистке. Сразу после аварии работа станции была остановлена. Шахту взорвавшегося реактора с горячим графитом засыпали с вертолетов смесью карбида бора, свинца и доломита. А после завершения активной стадии аварии латексом, каучуком и другими пылепоглощающими растворами. Значит, как я уже сказала раньше, что около 600 тысяч ликвидаторов были со всего бывшего Союза. Среди них были вы, Акаджан Курмашевич. Скажите, пожалуйста, более подробно, как вы оказались на Чернобыле? Какие задачи выполняли? Ну, в Чернобыле получилось так. Я в 89 году я был. В 88 году, 7 декабря, был авария, землетрясение в Армении. Помните? Да. Да. Я как отшельник по вызову сначала был в Армении, землетрясение. Там три раза толчок 25 тысяч людей забрал. И где-то 2,5 месяца я был в Армении. Пока вот эти, тоже там же, вот после, как говорится, после вот этот разрушительный, там восстанавливали эту систему, понимаете? И потом только в мае, вот где-то я приехал домой сейчас, где-то в марте месяце я был, оттуда приехал. А туда мы уехали в январе месяце, 89 года. 88 готовили технику все. И как раз после Нового года мы сразу улетели военно-транспортным самолетом. Здесь приземлились, техники все забрали, мы туда, в Армению. Оттуда только вот домой приехал, где-то месяц, где-то я пока отдохнул, дома был. И в мае месяце мне через военкомат, я же военнообязанный, меня опять вызвали. Говорит, так и так, так там случился такая, вот мы же до этого уже знали эту систему, надо технических людей туда. У вас профессия. Я же как инженер-механик по специальности. Вы были как раз инженер-механик. Да. По вашей специальности людей подбираем. Там же в основном были сварщики, вот, водители, потом построительные, вот этот рабочие были в основном. Те, кто могут восстанавливать. Да, восстанавливать работы. Подобрали здесь нас. И вот где-то 11 мая как раз я дали вот после обеда мне эту повестку, а вечером уже в самолете я сидел. Дело в том, 12 мая, там не самолете, мы поездом ехали, да, в поезде были. 12 мая день рождения был как раз мне. Я в поезде встретил. И никогда я это не любил. Провожание, вот в день рождения никогда не исправлял. Я забыл про день рождения, что дорогой вспомнил. И вот мы попали, сначала мы в Москву, от Москвы в Гомель. С Гомеля там как раз 30-километровой зоны, как раз границу Чернобыля. Россия, Белоруссия, потом уже Украина. Да, Беларусь, Украина. Там как раз есть лагерь специально приготовленный для нас. Там же мы по этой системе уже знали, куда приехали, чем. У меня комплектация была, разведка в основном в моей работе была. Прежде чем вот, в этих местностях идти, даже вот техники, даже людей, сначала разведка идут, поразведать несколько людей, первые идут они, потом уже разрешат в тех местах людей работать. Такая работа у меня была. Вот так и начало. В октябре я с мая, вот по октябрь 6 месяцев почти я побыл там. И то
где-то в середине, где-то в августе месяце я без сознания мне в Киев забрали. Я с УАЗика упал. Мне со рта везде уже пена пошла я себе. Потом радиация видно. А там много не надо. Потому что людей много. Со всего нашего Советского Союза везде отправляли туда людей. За 4 года мы почти, нашей республики, около 85 тысяч было людей. За 4 года, это считайте. А сейчас мы по республике, даже 1500 нету. 1450, наверное, остались. Из тех, кто там был, людей. Кто там был. Сколько да, осталось? Первый, говорят, пожарники, да, первые пожарники были. А потом наши карагандинские шахтеры были. Первые попали шахтеры. Почему? Потому что внизу надо было, чтобы там Припять на Днепр попадает, чтобы в реку не попали, понимаете? Чтобы они внизу в этот заблокировали. Первые наши шахтеры. У нас карагандинец один был, чернобыльец, он герой Советского Союза получил там. Умер уже, он давно уже умер. Вот так и начали работать. Вот утром вот разнарядкой получаем работу. Потом после госпиталя я по снабжению вот работал, там же тоже снабжали тоже. Пока некоторые говорят, можно было уехать, идти, как уедешь. Там с людьми, там техникой связано было. Эти все сдавать надо. Поехали. Потому что там подбирали ребят, вот мы когда пошли, тоже подбирали за 30 лет обязательно 2 детей были. Обязательно. Если поменьше, у нас были люди 29-28 лет домой отправляли. Их не брали уже. И детей, которые нету, тоже не брали. В основном, вот, чтобы были... Да, из тех, кого выбирали, еще был отбор. Потому что сильная радиация. Да, сильная радиация была. Мы в этих местах были же, своими глазами видели. Самые вот, есть вот такие леса были. А места какие? Там действительно вот места, вот я посмотрел, в свое время поставили вот эту станцию. Это такой, знаешь, это, я сказал бы, как рай. Там каждой деревне где-то проезжаешь. Почему у нас в памятнике мы поставили этой птице? Вот эти. Вот каждый в этом есть гнездышко, понимаешь, их не стоят. Вот памяти у нас остались бы. У меня сейчас мечта одна. Возле памятника поставить Г-образный всех ребят своих. Поименно, как на Пушкине написать. Вот если мне сейчас поговорил я здесь архитектуром, сейчас, если что не приготовить, потом подам вот этот. У меня есть ребят, которые наши были. Увековечить их имена. Да, навечно, чтобы они остались. Почему? Вот я себе вот это взял сейчас. Да. Потому что люди знали бы. Ну вот имена этих погибших людей нужно увековечить в памяти, да, для истории, чтобы поколения, будущие поколения знали. Вот 22-23 я теперь в Аманате вот председателем поговорил. Теперь у нас сейчас должен был круглый стол быть. Он будет. Теме круглого стола, чтобы мы тоже со стороны не остались. В других регионах, областей тоже так же делают. И я хочу тоже у себя сделать. Также с ним поговорились. Тема будет такой, что мы не против. Сейчас один наш президент Касым-Жомарт Ага выступает, чтобы у нас было тоже атомные электростанции. Но не было такое, чтобы, как в Украине, человеческий фактор. Там же ошибка, человеческий фактор был. Пускай у нас тоже будет. Мы тоже хотим вверх идти, правильно? В маленьком Армении есть атомные электростанции. Те же Эстонии есть электростанции. Почему у нас не будет? Пускай развито будем мы тоже, правильно? Но которые мы видевшие вот этот ужас, чтобы здесь оно не было. Чтобы там, да, грамотно учились. Сейчас вот в университетах везде я выступаю и говорю, учитесь, слушайте, берите. Вас никто не научит. Здесь берите, пока вам дается. Правильно? Конечно. Это ваше время прошло. Теперь вы удерживаете этот мир. Было время, деды удержали. Потом отцы такую войну страшную выиграли. Было время наше, мы отдали свое здоровье, жизнь, понимаете?
Да. А теперь ваше время пришло. Акаджан Курмашевич, а скажите, вы вот когда прибыли в Чернобыль, какое у вас было первое впечатление от увиденного? Первое впечатление увидено, понимаете как? Вот тишина, мне вот этот, Птиц не было. птицы, ничего. Вот. Идешь, тишина, ничего. Даже в лесах, вот есть, рядом леса были, такие места, знаете, так, рай, вот, земной рай, я те места говорил. Знаете, есть такие леса, которые, знаете, они желтые-желтые. Только слышишь, у них вот эти иголочки упали к этому, понимаете? Они до сих пор желтые так стоят. А это после Чернобыля, которые попали. Там не все места, так как шахматным порядком, понимаете, наш тоже. Как полосой? Как полосой. Где-то есть, где-то нет. Вот мы разведку делаем, вот эта местность больше снимаем почвой 17-20 сантиметров. На анализ? Нет, снимает. Снимали полностью почву, да, чтобы радиацию... Радиацию, чтобы забирали грязный карьер, забирает машины туда. Оттуда чистый карьера привозят песок или где-то бетонировать надо, все вот это. Но все равно, вы знаете, все равно дождь проходит, все равно вот замеряешь, она же обратно выходит. В некоторых местах, да, забетонируешь, все вот это оставишь. Вот таким работам мы работали, много ребят. Работа такая была у нас. А что самым сложным было в вашей работе? Самое сложное в этом работе, знаете, как когда потеря своих друзей. Потеря своих друзей, которые уходят уже. Некоторые вот, которые именно в реакторе, которые работали, если они много не работали, некоторые день-два поработали, дозу захватили. Например, определенная доза есть. Например, где-то, например, 500-400 беров захватили. До единицы идут в основном. По беру у нас, по альфа, по бета, по альфа вот считали вот эту систему. Вот, например, у меня доза половина была. До единицы я 495 у меня записано. Это тоже уже сильно идет, уже половина идет, понимаете? Захвачена вот эта система. А в Алмате тоже, когда приехали, они же начали замерять нас тоже, пора камеры мы сходили. Не зря же это документы давали же. Это вот эти справки давали военные врачи, вы понимаете? Очень. Сейчас вот некоторые говорят, это как будто это сказка. Какие сказки, говорю? Здоровье это. Вот смотрите, вот у нас книги, много литературы и в газетах, в печатных изданиях. Все равно это мы должны знать, что Конечно. Это было. Вот с вами беседуем, вы своими глазами видели, рассказываете, делитесь, и что нужно легче предотвратить, особенно такую катастрофу, чем потом бороться с ее последствиями. До сих пор они отзываются на здоровье тех людей, которые там были. Конечно. Вот там мои впечатления вы спрашивали. Люди, которые остались там. Есть люди, которые живут некоторые. Местные жители. Местные остались. Старики, там старушки, старики остались. Ну куда, говорит, нам идти? Войну мы здесь прожили, говорит. Сейчас это, знаете, как вот иной раз на их смотришь, деревень тоже, как у нас, пустые все, понимаете, все оставили. Все. Городов, вот это Припять, все говорят, что там все, которые есть. Вчера только здесь все играли, детский смех, и все было, все как мертвый город, понимаете. Вот это впечатление, когда смотришь, это, знаешь, словами волосы дыбом встают. Да, не скажешь это. Вот это впечатление первый раз, когда видел. А вот вы говорите люди, а о каких-то конкретно людях есть такие яркие впечатления, которые до сих пор у вас в памяти? Осталась одна. У нас мы очень хорошими местными людьми дружили. Хорошие ребята были. Тоже были люди. Там же некоторые работали. Вот у меня в памяти остался. У нас в полку был свой инструментальный ансамбль был.
свой духовный ансамбль был. У нас вот инструментальный ансамбль. Приглашали нас свадьбу сыграть. Запрет был не купаться в тех местах, рыбу не есть, фрукты, овощи ни в коем случае, там заряженные места. А потом привыкли на все. Все равно брали, потом пользовались. уже пользовались. А до этого предупреждали же. Ну и мы придерживались вот этой системы. Вот до сих пор в моих глазах вот девчонку одну, она должна была замуж выйти. Вот в пятницу свадьба должна быть, а у нее похорон был. Они в четверг купаться пошли с девчонками. Ну, она в другом месте купалась. И вот молодая, еще 19-летняя, вот ее. А христиане же одетые, хоронят, понимаете? Вот А это. чего она умерла? Ну, в водах была. Она в радиационной радиационной воде. Вот купался. Из-за этого сразу Да. мгновенная смерть. Высокий, наверное, уровень. Уровень много было видно. У нее видно, тело желтое становилось. Вот это упало. Видно, самый глушь где-то попал. Где очень высокий уровень Высокий, да. радиации. Потому что там местами, в одном месте есть больше, в другом поменьше, понимаете? В третьем вообще нет. Вот как в шахматном порядке. Получилось, подружки ее в другом месте купались, Да, с ними ничего не ничего случилось. не было. А А вот у ей нее- именно накануне ее свадьбы, и вот, она вот такая вот погибла. перед глазами. Ужасная картина, конечно. Такие вот перед глазами остался до сих пор. Такая смешная, такая красивая была. Ну вот, так распорядилась жизнь. Ну, Так. видите, когда говорили, что нужно как-то беречься, надо было все-таки беречься, Конечно, наверное. некоторые уже потом попозже уже узнали. Начали каждый вот эта система не верить. Может, они тоже не поверили, они молодые все-таки. Может быть, да. То почему? Потому что Легкомысленно отнеслись да, к этим. вот это, да, ладно, это пройдет, так, размышлениям. понимаете, она же раз проходит, второй раз нет. Такая вот. Жуткая история. А вот как вы считаете, все-таки вот эту катастрофу страшную предотвратить можно было? Вы говорите человеческий фактор. Да, это ошибку вот этот, сейчас же вот везде в книгах, везде пишут же. Это было, видите, как доказать, можно было, знаете, как вот эту систему не увеличивать, не останавливать, не увеличивать эту систему. Они же хотели в четвертом блоке увеличить, посмотреть, как, на какой этот удержит, сможет они взять, понимаете? Здесь, а защита у нее, чтобы остановить его. Когда строили, они, как говорится, вот эту защиту, вот этот, который есть, они, видно, нарушили, понимаете, как? Она потом уже по всей книге везде написано было. А уже, когда начали вот это идти, начали действовать, а у них уже ничего не осталось, только на аварии пошел. Вот это, чтобы не получился, мы хотим, чтобы этом круглому столу рассказать, чтобы пускай приглашать студентов, рассказать им, учитесь хорошо, терзайте. Чтобы предотвратить чтобы все предотвратить ошибки. вот эту ошибку. Завтра вы будете обслуживать, вы будете здесь работать, правильно? Вот это вот такой, чтобы мы тоже со стороны не хотели остаться, понимаешь? Один человек не сделает. У него предложение есть нашего Ильбас, поддержать их. Мы же должны, правильно? Если мы, как вы говорите, если мы вместе вот так возьмем, тогда будет мир. Правильно? Ну, конечно. Ну да, нужно смотреть будущее, но и при этом нужно учитывать все ошибки, Конечно, все ошибки, вот это, которые это чтобы сделали. их не было. Потому что, видите, на Украине произошла катастрофа, пострадали и Россия, и Беларусь, и да. Украина. Да. Еще То есть Польша огромный масштаб. оттуда. Это Да. хорошо, одна только это была. Там же вот это, другие хоть государства тоже много пострадали. Это хорошо только одна реактор, там еще 3 было. Да. Если одна вот эта реактор, вот этот, На одном реакторе. один блок, который вот этот аварию сделал, это который несколько раз
брошены атомные бомбы Хиросимы и Нагасаки. Несколько Превосходят раз. по своей Превосходят, силе. понимаете? Да. Если было бы еще 3, то Европы вообще не было. Вот Слава мои Богу. знакомые есть немцы, которые туда уехали, они в Чернобыле были. Они тоже, как мы, государственные люди. Сами говорят, гособеспечение. Они у нас спрашивают, но я что буду говорить? Я тоже говорю, государственный человек. Курорт санаторий езжу. Сам на пенсии сейчас официально сижу. Что не говорить, правильно? Социальные кое-какие помощи получаем. Что скрывать? Не будем мы тоже плакать, правильно? Конечно. Тем сможет, тем местные. Вот это тоже помогает нам. Это тоже надо говорить. Не надо скрывать. Где-то что-то не получается, мы тоже понимаем, конечно. Не все сразу это делается. Один раз может получится, второй раз. Ну, подождем, потом получится, может, правильно? Ну да, надо стремиться все-таки к лучшему. Но не оставлять, но стремиться надо говорить. Да. Может, еще что-то хотите Ну, рассказать? что-то хотим. Вам большое спасибо, что так пригласили. Я вот посчитал 10 книг. У меня тоже 2-3 книги есть. Сейчас вот еще наш областной хочу нашу книгу. Как выйдет книга, я одну вам принесу обязательно. Да, с удовольствием возьмем. Почему? Потому что, знаете, как спасибо вам, вы, я говорю, первый, как у нас пригласили перед 26-м. Теперь от школы начнут они нас до мая месяца приглашать. Я говорю, сделайте так. Вот позапрошлом году тоже у меня школа, это, считайте, Абудус Мухаммедов школа, потом казахская гимназия, 17-я школа у меня, вот это. Я вот, когда говорю, ребята, говорю, учитесь хорошо. Сейчас мир такой пошел, понимаете? И так не как раньше. Сейчас же все, можете дома сидеть, управлять. Все надо сделать. Для этого что надо? Вот это ископаемость земное все кончается. Надо здесь строить. Да, если есть возможность у нас, пускай построить. Ну, не было, чтобы учитесь. Если вы грамотно будете, вот такие аварии не будет. Правильно? Конечно. Мы обоюдно. Вы со своей стороны, мы со своей стороны да. будем обоюдно. Дети наши послушные. Сейчас грамотные дети пошли. Не все грамотные дети. Конечно. Они их только ждут направить на хорошее русло. В свое время нас тоже, наши наставники были. Помните, нам тоже учили говорить. Конечно. Придет ваше время. Вот пришло же. Ничего страшного. Вот я в военкомате ребятам вот в прошлом году, в этом году тоже выступал. Говорю, ну кто пойдет? Время ваше пришло. Отдать 1 год. Не 2 года, как мы, не 3 года, как мы служили. 1 год отдать. Вот каждый мужчина это долг, понимаете, как это, не знаю, раньше, кто вот, например, в армию не пошел, он как считался, даже девчонка с ними не дружили. Было же такое, правильно? Вот они некоторые идут, в этом году много пошли. Ого. Мы же много в школах везде ходили, много пошли. Даже, я вот говорю, вот у меня сейчас внук учится в 3-м курсе, сейчас окончит, он опять пойдет служить. Потом он сам стремится, пойду служить. Я сын мой окончил 2 института, я отправил служить. Служили они. Это вы, когда школу, университет окончите, это вы молодость пройдете. А школа армейский пройдете, это вы мужество и мужчиной становитесь. Ну да. Вы в кругах мужчин одни, без мам, без пап, никого не будет. Как уж уживать будете сами. Повзрослее будете, правильно? Конечно. Спасибо вам большое. Не, еще не закончила. Не закончил. Чернобыльская авария – событие, взволновавшее всю планету. В память о чернобыльской трагедии 26 апреля 1996 года на выезде из города был установлен памятник тем, кто спас мир. В 2006 году американской некоммерческой научно-исследовательской организацией Институт Блэксмита был опубликован список самых загрязненных городов мира, в котором Чернобыль оказался в первой десятке. В центре города Чернобыль в 2010-2011 годах
был сооружен мемориальный комплекс к 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В комплекс также входит музей, открытый в помещении бывшего кинотеатра «Украина». В музее собраны вещи жителей эвакуированных сел, таблички с названиями улиц и номерами домов, детские игрушки, предметы быта. Память о Чернобыле должна оставаться живой, чтобы мы никогда не забывали уроки этой трагедии и всегда помнили о ее жертвах. Я хочу поблагодарить вас, большое спасибо сказать вам, Акаджан Курмашевич, что вы пришли, рассказали, потому что мы больше узнали от вас, от очевидца этих событий, которые устраняли последствия этой страшной аварии. Чтобы люди, молодые люди знали, помнили, и чтобы этого никогда больше не произошло. Спасибо вам большое. Желаю вам здоровья крепкого и долгих лет жизни. Спасибо Большое. Здоровье самое главное.